Всероссийская перепись населения в Коми пройдет с 1 по 30 апреля, а труднодоступные районы региона перепишут уже в феврале. Напомним, изначально планировалось провести перепись в этом году, но из-за эпидемситуации мероприятие перенесли. Вместе с тем, по словам главы Росстата Павла Малкова, это будет первая цифровая перепись, которая при этом еще будет опираться на традиционные методы исследования. Вот мы уже не раз говорили, что это одновременно и последняя традиционная перепись, и первая цифровая перепись. При подготовке мы проанализировали опыт более чем 50 стран мира, и как они уже провели свои переписи или собираются проводить ближайшую перепись, и собрали у себя все лучшие практики и все новации, которые есть. Это электронные планшеты и приложения для переписчиков, это электронные карты и геолокации, это перепись через интернет и использование больших данных, и многое-многое другое. И вот большая часть новаций связана с использованием цифровых технологий. Так, помимо личной встречи с переписчиком, а также внесением своих данных на стационарных пунктах, впервые появится возможность самостоятельно заполнить переписные листы в электронном виде на едином портале госуслуг. Каждый человек, сидя на диване со своим гаджетом, может выйти со своей учетной записью на портал госуслуг и сам себя переписать, то есть выбрать услугу «Пройти перепись населения» и переписать себя и членов своего домохозяйства. При этом он получит код подтверждения, и этот код подтверждения нужно будет показать потом переписчику. То есть участие в интернет-переписи полностью не исключает общение с переписчиком, но оно будет сведено к минимуму. Но и традиционных переписчиков никто не отменяет. Правда, основным орудием их станут не ручки и бланки, а планшеты. Также всем переписчикам будет выплачиваться зарплата в размере 18 тысяч рублей без учета НДФЛ, а также оформлена страховка. Желающие могут отправить свое резюме на электронную почту Комистата. Обучающие семинары запланированы на начало апреля будущего года.